Коми дополнительно откроют 8 мастерских по международным стандартам WorldSkills. Сыктывкарский колледж сервиса и связи, а также Воркутинский политехнический техникум стали победителями конкурсного отбора Минпросвещения России. Получили федеральные гранты – 20 миллионов рублей. Сегодня в образовательных учреждениях полным ходом идет ремонт помещений под мастерские, монтаж и наладка нового оборудования. Елена Кононова знает подробности. Главное – задать определенную программу, и машинка автоматически сама сделает все, что надо. И прямую строчку, и закрепку, и поворот угловой под 90 градусов. И нитку обрежет, и ткань отведет. Словом, все, что на старом оборудовании, портным приходилось выполнять вручную. Добавляем обороты. Видите, сразу дисплей показывает, сколько оборотов на двигателе, с какой скоростью будет шить. Обрезка ниток включен. В нижнем положении иголка включена. И закрепочный механизм включен. Многофункциональные стачивающие машинки, 4-ниточные оверлоки, петельная машина, которая выполняет 50 видов петель. Это современное оборудование, которое позволит изготовить изделия по европейским требованиям. Все это колледж сервиса и связи Сыктывкара получил для мастерской по компетенции технологии моды. Георгий Истомин занимается монтажом и наладкой. Это чудо техники и не перестает удивляться ее возможностям. Безопасность поднялась в разы. Машина, то есть по электробезопасности машины в качественном отношении очень подскочила. Нитка оборвалась, сама остановилась. Защита иголки от попадания в руки, тут уже попасть невозможно. Правда, и скорости выросли. Сейчас идет везде в мире борьба за скорость обработки изделия. Сейчас автомобили современные и швейные машины почти уравнялись. У нас масло специальные насосы. Тоже также охлаждает, радиаторы. А это оборудование уже для парикмахеров. Здесь вроде как все традиционно и все обычно. Зеркало, кресло, тележка, стул мастера. Непривычное разве что климазон, который будет стоять возле каждого рабочего места. Он позволяет ускорить реакцию воздействия химических красителей и лечебных препаратов на волосы. А это экономия времени в 2 раза. Тем не менее, мастерская по компетенции парикмахерское искусство будет обустроена именно по требованиям стандартов WorldSkills, где все студенты будут в равных условиях. Понятно, что оборудование традиционное, единственное, что оно будет умещаться в определенной зоне. То есть зона будет иметь размер 2 на 3 метра, и нам не нужно будет делать постоянные перемещения мебели, оборудования для чемпионата или демонстрационного экзамена. Вот, то есть студент, он будет находиться всегда в этой зоне на учебных занятиях, на практических занятиях. Вот, и это очень удобно, то, что он будет работать в зоне, и на демонстрационном экзамене эта зона для него будет привычной, а не новой. Оборудованный стол для маникюра, кушетки и тоже аппарат из будущего. Комбайн для косметических процедур по уходу за кожей лица и тела. Более 10 функций в одном. Рабочие места для студентов, обучающихся по направлению эстетическая косметология, тоже будут соответствовать международным стандартам. И еще одна мастерская, которая откроется в августе в колледже сервиса и связи по компетенции бухгалтерский учет, с современными компьютерами и новейшим программным обеспечением. Под новые мастерские сегодня готовят помещения, где полным ходом идет капитальный ремонт. 24 августа планируют уже открыть. Таким образом, наши студенты получат отличные условия для своего высококлассного профессионального образования. Кроме этого, педагоги будут решать задачи повышенной сложности для того, чтобы это высококачественное образование наши студенты получили. В мастерских будут обучаться более 400 студентов. Отрадно, что все эти компетенции востребованы на рынке труда. И с каждым годом желающих получить рабочие специальности все больше. Новые мастерские – это отличные площадки для повышения квалификации, профессиональной переподготовки для преподавателей и уже работающих специалистов. А еще школьники смогут здесь выбрать свою будущую профессию. Очень важно для нас мастерские и как профориентация для школьников. То есть это обязательная площадка для того, чтобы школьник, обучаясь в 7, 8, 9 классе, побывал в том или ином техникуме и увидел все-таки, что из себя представляет эта профессия. Не всегда у нас правильно сформированы представления о той или иной сфере деятельности. С 2019 года в республике открыли 25 таких площадок. И эффективность свою они уже доказали. Так, в республике 987 обучающихся по программам среднего профессионального образования сдали демонстрационные экзамены по международным стандартам WorldSkills.
и каждый третий из них получил «отлично». К 2024 году планируют в целом открыть 50 мастерских, оборудованных, по последнему слову, техникой. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.